Ну, у нас все традиционно. Мясо, картошка. Любят готовить бялиш, эшпишмак, плов. А ты, кстати, что любишь? Слушай, если мясо есть, я уже люблю, понимаешь? Здорово, я Настоящий тоже. татар египет. Ты не думаешь, что мы баранину едим каждый день? Баранину у нас Только на праздник? на праздники и в исключительных случаях, например, как сегодняшний день. Вы же не каждый день к нам приезжаете. Ну вы зовите, мы каждый год можем приезжать. Вот ради вас решили приготовить блюдо из баранины. Исян Месескадр Дуслар. Здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». На дворе лето, а это значит, мы продолжаем наши кулинарные путешествия по районам Республики Татарстан. И сегодня мы в Сармановском районе. Сармановский район расположен в восточной части Республики Татарстан. Район на сегодняшний день занимает 1385 квадратных километров. Граничит с Заинским, Тукаевским, Мензелинским, Муслюмовским, Азнакаевским и Альметьевским районами. В административном отношении район разделен на одно городское и 22 сельских поселения, объединяющих 68 населенных пунктов. Административный центр – село Сарманово. Общая численность населения района составляет более 36 тысяч человек. Сармановский район агропромышленный. Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет более 108 тысяч гектаров, в том числе пашни, фермерские хозяйства, луга и пастбища. Кроме того, здесь имеются запасы нефти, извести, песчаника, гравия, глины и торфа. 20% нефти республики добывается именно в Сармановском районе. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы сегодня гостим в Сармановском районе. И готовит с нами директор централизованной библиотечной системы Сармановского муниципального района Роза Гайфуллина. Исян Месес Роза. Исян Месес Руслан. Мы очень рады приветствовать вас на нашей гостеприимной Сармановской земле. Сразу хочется подарить вам подарок. Вау. Смотрите, это соловей. Я Наш подумал, символ нашего района. Я подумал, это сармановский попугайчик. А это ручная работа, нет? Ручная работа. А это поющий соловей. Вот Вау. так поют наши соловьи. Можно я попробую? Конечно. И декоративная доска. Это тоже в подарок от нас. Чтобы вы о нас всегда помнили. Бигзур Ахмед, большое спасибо. Кто же это все сделал? Работа Расскажи. Сармановской детской школы искусств. Спасибо большое, Роза, за подарки, но ты же знаешь, лучший подарок для меня – это вкусный обед. Да, знаю. Блюдо, которое мы будем сегодня готовить, называется суп-шулпа, картофельный с бараниной. Берен и тенен шулпа. Отличное название. Начинаем. Руслан, я знаю, ты любишь баранину, поэтому давай, как мужчине, доверяю тебе резать мясо. Большими кусками, маленькими расскажи. Нет, мы будем резать средними кусками, размером где-то 4 сантиметра. Мы взяли мякоть и мясо с косточкой. Режем все. Все режем. Но мой любимый вопрос, расскажи, пожалуйста, что любят готовить вот в Сармановском районе? Есть какие-то блюда конкретно вашего района? Визитной карточкой. Ну, у нас все традиционно. Мясо, картошка. Любят готовить бялиш, эшпишмак, плов. А ты, кстати, что любишь? Слушай, если мясо есть, я уже люблю, понимаешь? Здорово, я Настоящий тоже. татар египет. Ты не думаешь, что мы баранину едим каждый день? Баранину у нас Только на праздник? на праздники и в исключительных случаях, например, как сегодняшний день. Вы же не каждый день к нам приезжаете. Ну вы зовите, мы каждый год можем приезжать. Вот ради вас решили приготовить блюдо из баранины. А откуда этот рецепт, Роза? Ну, ты знаешь, Руслан, у нас дедушка любил очень баранину, и, наверное, любовь оттуда у нас идет. И вообще, татары же, они любят баранину есть. Вот не зря же по мусульманским праздникам в мечетях готовят блюда из баранины. Роза, я предлагаю поговорить о красивом, замечательном районе, Сармановском, твоем любимом районе, Да. которому уже 86 лет в этом году, Аллах Шикар. Да. Вот расскажи, начнем с герба. Что у вас нарисовано на гербе? Я же не зря тебе соловья подарила. Соловей изображен у нас на гербе. Что это значит? Здесь любят петь песни? Да, очень любят. Ты знаешь, соловей на нашем гербе означает целеустремленность, возвышенность, развитие вперед. А поющий соловей означает достижение жителей района в области культуры и искусства. Сармановская земля подарила республике много известных людей, поэтов и писателей, таких как Аяз Гилязов, Клара Булатова, Мадина Маликова и Дамир Гарифуллин. А имена Ильгама Шакирова, Зухры Шарифуллиной, Зухры Сахабиевой и Гульдани Хайруллиной зажглись яркими звездами на небосклоне певческого искусства татарского народа. Вообще в Сармановском районе работает 91 учреждение культуры. Среди них и Музей Великой Отечественной войны и краеведения. Здесь собрана самая обширная информация об истории края, культуре, природных богатствах. В музее 4 зала.
В зале боевой славы на витринах и стендах представлены личные вещи участников войны и их фотографии. Также здесь выставлены образцы оружия и военные предметы. В зале трудовой славы представлены интересные экспонаты тружеников Сармановского района. В экспозиции зала краеведения использованы подлинные музейные предметы, домашней утвари и национальные костюмы. А в информационно-выставочном зале проходят встречи с писателями, презентации и музейные уроки. Музей – это целый мир. Здесь вещь превращается в музейный предмет, памятник и обретает свой голос в музейной экспозиции. Роза, но ведь еще на гербе изображены колосья, пшеницы. Да. Это к чему? Основой экономики нашего района является сельское хозяйство. Ага. Это отражается золотым колосом. Золото – это еще цвет трудолюбия, золото – цвет стабильности, богатства. А вторая составляющая экономики нашего района – это нефтяная отрасль. Это отражается черными струями. Кстати, 20% нефти добывается именно в Сармановском районе. Я вчера читал, что 18, представляете, пока с Казани приехали, уже 20. Вот работаете, ребята, молодцы. А красный цвет, который находится как фон на гербе, символизирует лучшие качества жителей района. Это трудолюбие, мужество, оптимизм. Слушай, депутат Кебек-Сляшесом прям молодец. Да. Трудолюбие, оптимизм, и все это Сармановский район. Ну и с оптимизмом продолжаем готовить баран шопа. И сейчас мы идем к костру, к нашему казану, Да. где продолжится процесс приготовления. Да. Ну, Роза, рассказывай. Руслан, кладем мясо и заливаем холодной водой. Кстати, мясо можно положить и большими кусками. Вот эти, Бульон. кстати, куски здесь у нас кость целая. Бульон будет наваристым и И вкусным. очень вкусным. Давай, бисмилля рахман рахим. То есть сначала мясо и только потом водой заливаем, да? Да. Давай, я сделаю это. Козлар отдыхает, а мужчина работает. Сарманов, наверное, тоже так всегда, да? Да, конечно. Так, держи и заливаем водой. То есть мы пока не добавляем ни соль, ни перец. Нет, нет. Кстати, можно еще предварительно мясо обжарить, но это уже В нашем рецепте в нашем рецепте мы будем заливать холодной водой. А? Соль мы будем класть почти в конце варки. пока наша баранина готовится на костре, мы продолжаем. Что делаем дальше, Роза? Мы будем резать овощи. Я тебе предоставляю резать лук. Знаешь, лук будем резать полукольцами. Полукольцами. Да. По статистике Руслан Шарафудинов режет лук 15 раз в неделю, представляешь? Поэтому я и доверила тебе резать лук. Статистика должна работать. А я буду резать морковь. Морковь, кстати, можно нарезать брусочками, можно нарезать соломкой, а я буду кружочками. Так красивее. Да, не против? Нет, конечно. Но давай поговорим про волшебное слово библиотека, которое, Давай. мне кажется, многие уже стали забывать. Во-первых, вот расскажи, как ты стала работать библиотекарем? В этой сфере, Руслан, я работаю 5 лет и хотела бы опровергнуть мнение о том, что люди не ходят в библиотеку. Люди в нашей библиотеке, люди ходят. Я бы сказала, что в нашем районе вообще народ начитанный и достаточно грамотный. Кстати, какой возраст ходит у вас? Скажи. У нас Средний возраст. все возрастные группы. Дети, начиная уже практически с рождения, Мгм. мамочки ходят к нам с колясками даже, молодежь ходит и люди третьего возраста. То есть всех жителей привлекаем в библиотеки. Ну а что значит вот современная форма библиотеки? Современный, это значит, библиотекарь не только стоит там за кафедрой выдачи литературы и принимает и выдает литературу. Мы организовываем различные массовые мероприятия. Кстати, к нам приезжает очень много писателей и поэтов из Казани, из Набережных Челнов, из Альметьевска. И мы организовываем встречи с ними. И ты знаешь, Руслан, народ ходит. И ходят не просто посмотреть на этих писателей и поэтов, а приходят с вопросами, они читают их произведения, интересуются их творчеством и задают им вопросы. И когда уже они уезжают обратно, они с таким восторгом отзываются о наших читателях. Нам, ты знаешь, это очень приятно. Молодцы. Кстати, у нас библиотекари не просто там сидят в библиотеках, Мгм. они проводят выездные мероприятия. Сколько библиотек у вас по району? Давай, У нас, хвались. у нас по району 35 библиотек. И хочу похвалиться, у нас во всех библиотеках есть доступ в интернет. Все библиотеки компьютеризированы. Все, я понял. Во всех Извини, Роза, библиотеках перебью. и- Бесплатный имеется принтер. Wi-Fi у вас, поэтому все ходят к вам, правильно? Точно. Все понятно. Добро пожаловать в Сармановские библиотеки. Бесплатный Wi-Fi. Что там еще у вас? Чай. И самое главное, интересные книги на русском и татарском, да? Да. Так что приходите, не пожалеете. Роза, расскажи нам, пожалуйста, про название, откуда вообще появилось название Сарманова, Сарман. Ты знаешь, есть две версии. По первой версии это название уходит далеко корнями к тюркским племенам. И по этой версии означает Сарман означает плодородие, достаток. То есть эти земли были очень плодородными, приносили много
урожая, и поэтому назвали Сарман. А по другой версии, в нашем районе поселился человек, в наших землях поселился человек по имени Сарман. Вот, я, кстати, вторую И- версию больше всего слышал. И от него произошло название. Наверное, Кстати, очень хороший был человек, да. Сарман. Конечно. И сармановцы очень хорошие. А по-другому и быть не может. Кстати, Руслан, а ты слышал песню «Сарман»? Слушай, ну, Эта песня звучит как гимн нашего района. ну, я ее, конечно же, слышал. Я вообще люблю татарские песни, но я думаю, самое время послушать ее еще раз, сделать небольшую паузу, и потом мы вернемся на нашу кухню. Давайте. Sandıqaşlar qunub qayda sayrey sarmanı boylarında direkdə şul sarmanı boylarında direkdə Sina bulğan yaşlık məhəbbətin Ürülüb şəşəq ata yürekdə Belgə bulları ey köngelli Emme ayıraş olar bin yaman Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И напоминаю, мы сегодня гостим в Сармановском районе и готовим с Розой Гайфуллиной. Роза, а что мы готовим? Суп шелпа картофельный с бараниной. Баранина у нас сейчас находится в казане на костре. Мы порезали лук, морковь. И сейчас убираем пока все это, да? Убираем пока, да. Убираем, пожалуйста. Что делаем дальше? Режем картошку Мгм. и трем помидоры. То есть вот это секрет шурпы, да, вашей сармановской помидоры? Да, по-сармански. Так, ну давай помидоры я отдаю тебе, картошечку беру себе. Давай. Бисмилля, это продолжаем. Так, Роза, скажи, пожалуйста, как мы режем картошку? На 4 части. Все понятно. Но в любом случае, ты смотри, если что-то делали не так. Конечно. Ты нам так увлекательно и интересно рассказала про ваши супербиблиотеки. Теперь расскажи, вот как же кипит культурная жизнь района. Культура у нас тоже супер. Культурная жизнь района кипит, бьет ключом. У нас вообще в районе функционирует 91 учреждение культуры, в том числе 49 филиалов учреждений культурно-досугового типа, районный дом культуры, Джалильский дворец культуры, 35 библиотек, как я уже сказала, Опять про библиотеки заметили всегда? Куда-нибудь про библиотеки? Ага. музей Великой Отечественной войны и краеведения, 2 кинотеатра и 3 учреждения дополнительного образования детей. Кстати, там учатся 613 детей. Браво. Вот это Сармановский район. А я ведь не знал, даже кинотеатр есть. Да, 2. Один кинотеатр в Сарманово, а другой в поселке Джалиль. У нас в районе действует 11 народных коллективов. Имеются детские хореографические коллективы, вокальные ансамбли, сольные исполнители. В общем, много детей, много взрослых, все они задействованы в культуре. И проводятся различные массовые мероприятия. Они участвуют во всероссийских, в республиканских, в межрегиональных фестивалях, становятся обладателями гран-при, занимают призовые места. Слушай, ну только ведь позитивные новости, а? Молодцы, так держать. Кстати, знаешь, Руслан, у нас даже в районе организовываются культурные мероприятия. Например, в прошлом году у нас был фестиваль «Холком Жевхарляры» и конкурс «Без сәнгатьле холок». Вот в конкурсе «Без сәнгатьле холок» были задействованы практически все жители нашего района в качестве зрителей, в качестве участников. Кстати, такие конкурсы поддерживаются главой нашего района, за что мы говорим ему большое спасибо, потому что благодаря таким конкурсам жители нашего района вовлекаются в культурную жизнь и прививается любовь к культуре. Ну вот слушай, культура и туризм, они же взаимосвязаны. Я, кстати, вот в интернете читал, что Сармановский район сейчас переходит, вот такая цель у него — привлечь туристов. Да. Вот что здесь можно показать гостям, которые прибывают впервые в этот район? Бакуртау, медные рудники. Наш район богат на рудники. Практически во всех сельских поселениях имеются рудники. Очень красивые, все обустроено. Нам помогает в этом Джалиль-нефть. Сармановский район – это край, где сохранены древние традиции местных народов.
Это и историко-культурные памятники, и источники минеральной воды, и старинные медные рудники. В литературе старый рудник называется Бакыр-база, что в переводе с татарского означает «медный погреб». На территории комплекса расположено несколько рудников. Самый крупный получил название Бакыр-тау. Это медные, знаменитые медные рудники Сармановского района. Они где-то в 18 веке, по нашим данным, какие-то документальные свидетельства о том, когда они начали разрабатывать, нет, к сожалению. Но вот на сегодняшний день это уникальные медные рудники. И этих медных рудников очень много по всему Татарстану. Но наши уникальны тем, что вот именно у них арочные своды, и они до сих пор не разрушены. Скажите, пожалуйста, какая общая длина туннелей и максимальная высота внутри? Ну, и максимальная высота где-то около 2 метров, а общая протяженность больше 2 километров. А вот то, что вы можете там пройти, это метров 300. Они очищены, там нету завалов, можно пройти, посмотреть. Подождите, туда, то есть можно спокойно зайти и походить там? Ну, спокойно, там на карачках надо где-то метров 5 пройти, а потом уже можно спокойно во весь рост, вот на ваш рост тоже можно туда пройти и ходить, смотреть. Нет, ну я честно, я вот как похудею немножко, обязательно туда загляну. Да, вам А обязательно. так, всем любителям экстремального туризма, конечно, приглашаю в Сармановский район и посетить это уникальное место. Сейчас мы находимся в очень красивом живописном месте. Родник называется Кара-Каршы, потому что слева и справа от меня находятся сразу 2 родника. Ну и, конечно же, это излюбленное место отдыха местных жителей. Родник Кара-Каршы расположен у подножия окутанных голубой дымкой холмов. Вода здесь уже более 1000 лет знаменита своими уникальными целебными качествами и чудотворными исцелениями. Вода в роднике содержит несколько десятков полезных химических элементов и минералов. Легенда гласит, что в древние времена водой из этого родника успешно лечили даже самые тяжелые ранения. Ну и сегодня в конце программы мы попьем чай с настоящей родниковой сармановской водой, да? Да, и с травами, которые растут на территории нашего района. Так что приезжайте, дорогие туристы, и в кинотеатр сходите, и обязательно загляните в Центральную библиотеку на чай к розе. У нас еще есть спортивные комплексы. Люди у нас любят заниматься спортом. Зимой катаются на лыжах, на коньках, играют в хоккей, а летом гоняют в мини-футбол, играют в баскетбол, в волейбол и бегают еще. А еще участвуют в сабантуях. Конечно, это обязательно. Это обязательная процедура, ежегодная. А тем временем все необходимое для нашей шулпы мы приготовили, и сейчас пойдем к костру. Давай. Так, давай ощабыз, бисмилля рахман рахим. Опа. Ну? Кладем соль. Так, прокипел у нас бульон примерно 50 минут. Сейчас добавляем соль. Пропорция здесь 14 столовых ложек. Так. Кладем лук с морковкой. Так, сколько мы этого сейчас готовим? Готовим примерно 10 минут. 10 минут. Да. Бисмилля, это помешай. Но уже очень аппетитно. На самом деле я бы сейчас уже все это съел. Но мы подождем и совсем скоро будем добавлять картошку и специи. Так, прошло 15 минут, и сейчас мы добавляем в нашу шулпу. Ах, как Картошку. красиво. Картошечку. Аккуратно, горячо. Неудобно. И мы добавляем перетертые помидоры также сразу туда, да? Да. Так. Перемешиваем. Роза, и пока у нас есть время, расскажи, пожалуйста, как вообще вот молодежь в деревнях живет? У нас есть молодежи, куда сходить, чем заняться. В сельской местности у нас строятся по президентской программе сельские клубы. Вот за последнее время было построено 4 клуба, сейчас в этом году уже строится 5-й сельский клуб. И это еще не предел. Да, верно, это еще не предел. А существующие клубы у нас ремонтируются, делается капитальный ремонт клубов. Хорошо живете? Конечно. И хорошо готовим. Кстати, у нас остался последний штрих, это специи. Давай, Что мы добавляем? сделаем смесь приправ, добавляем кориандр, зиру, базилик, Всего по чуть-чуть. всего по чуть-чуть, да. Так, здесь я еще вижу чесночок свеженький. Чесночок, перец горошком душистый, черный перец и лавровый лист. Все Давай это мы всё кладем. добавляем. Это уже финишная прямая, да? Да. Сколько сейчас вот бульон наш должен прокипеть? Минут 10-15 прокипит, а за это время мы можем с тобой сделать ароматный травяной чай. С удовольствием. Суп шулпа из баранины на костре.
Баранину нарезали крупными кусками, положили в казан, залили холодной водой и отправили на костер приблизительно на 1 час. Затем бульон посолили, добавили нарезанный лук и морковь и варили еще несколько минут. Далее в шелпу положили нарезанный четвертинками картофель, протертые помидоры, приправили смесью ароматных специй и томили на костре еще 10-15 минут. Руслан, сейчас будем заваривать чай и будем заваривать из таких вот трав. Давай открываем крышку Давай, прошу. и насыпаем траву. Смородиновые листья, очень полезные, кладезь витамина С. Так, дальше. Это липовый цвет. Ты, наверное, знаешь, что липовый цвет у нас от какого заболевания, кстати? От простуды. Верно. Готовился. Мята и мелиса, Для хорошего Как? настроения. как успокоительные. Ага. Клевер. Ты знаешь, от чего клевер? В клевере очень много разных всяких витаминов, поэтому люди, страдающие авитаминозом, пожалуйста, употребляйте в чай клевер. Записывайте внимательно. Ага. Еще остался у нас Земляничка Земляника. и земляничные листья. Тоже кладезь витаминов. Кстати, девушкам на заметку, если по утрам умываться отваром земляничных листьев, то кожа лица будет очень красивой и сохранит молодость. Вот ведь что значит человек читает книги каждый день. И остается у нас Душиться тоже от душиться простуды. вообще от всех болезней, Да. можно сказать. Так, и мы сейчас сюда заливаем кипяточек Да? из нашего И чудесного настаивается самовара. примерно минут 15. Кстати, Руслан, я же в библиотеке работаю. Мгм. Хочу прочитать тебе стихотворение. Стихотворение нашей поэтессы, землячки Уасима Хайруллина. Давай с удовольствием послушаем. Татар иләренә барып керсәң, хуҗабикә чыгар каршыңа. Иде бөтнек, мәтрүшкәләр исе, самавырдан бөркеп бар чыга. Шиккән түбәтәен кырган салган, хуҗа чыгар сузып кулларын. Игә дуга кылгач сораштырыр, уң булдымы диеп юлларың. Басынкылык, әдәп белән генә исәнләшер сабый баласы. Әйдүк түргә диеп елмая күк почмактагы орчык кабасы. Стихотворение про нашу землю плодородную, про травы, про лесные и про пользу травяного чая. Который мы буквально через мгновение попробуем. И, конечно, попробуем нашу, я уверен, вкусную шелпу. Очень вкусную. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш новый канал на YouTube. Роза, Да. спасибо тебе за этот прекрасный стол. Чак-чак, который она, кстати, испекла и принесла из дома, тоже мы его попробуем сегодня. Очень красиво у нас получилась шелпа. Сейчас мы ее посыпем зеленью, прошу. И я, кстати, чай, я думаю, заварился. Сейчас я налью нам наш вкусный травяной чай. А ты, пожалуйста, вот буквально в 2 словах расскажи, что это за место, в котором мы сегодня готовим. Это красивое место называется Центр социального обслуживания населения Шавкат. Здесь обслуживаются, проходят реабилитацию дети, пожилые, инвалиды со всей нашей республики и даже из соседних регионов. Здесь очень красиво и, самое главное, здесь вкусно кормит. Давай, бисмилляй, попробуем нашу шелпу. Давай. Внимание. Самое главное в шелпе – это бульон. Его и попробуем. Очень вкусно. Заметьте, она даже не дождалась моего ответа, но Да. я делаю официальное подтверждение. Бульон получился просто исключительным. Вот это твои все-таки волшебные специи, да, свежая баранина, хорошее настроение. Сделали свое дело. Вот, 5 баллов, молодец. Руслан, ну мясо-то попробуй. Я, конечно... А то баранину ты похвалил, а мясо-то не попробовал. Ну, бисмилля рахман рахим. Вкусно? Баранин получился очень нежный, очень сочный, вкусный. Пальчики оближешь. Рахмет. Рахмет. И все это мы, конечно же, запиваем травяным чаем. По традиции такие блюда, как баранина, они, в принципе, жирные. Их надо Да. всегда запивать горячим чаем. Тем более в такую погоду травяной чай очень хорошо утоляет жажду. Можно даже не добавлять сахар, но ложечку меда, кстати, мед у нас уже этого года, 2016 года, пользуясь случаем, мы попробуем. Его тоже. Роза, очень вкусный сегодня получился обед, и вообще народ здесь прекрасный. Земля сармановская очень красивая, здесь есть на что посмотреть, поэтому я остаюсь еще на неделю, если ты не против. Не против? Хоть на 2 недели. Через неделю, дорогие друзья, мы увидимся уже в новой программе с новым блюдом, с новым героем. Дорогие телезрители, приезжайте в наш гостеприимный, прекрасный Сармановский район. Ты тоже, Руслан?
Приезжайте и не пожалейте. Это была программа «Секреты татарской кухни». С вами был Владислав. Пока-пока. Пока-пока.